Ситуация для Грузии неординарная. Исхожу из того, что, в общем-то, мы привыкли, что все там послевоенные годы, да, Грузия все время стремилась куда-то там в Европу, в Евросоюз, НАТО и так далее. Там сменялись там руководители Грузии, а вектор он, в общем-то, не менялся, да. И там уже при Михаиле Саакашвили там уже такой резкий крен пошел, и, в общем-то, особо ничего не изменилось с приходом грузинской мечты. И сейчас, когда в декабре Грузия получила кандидатство в Евросоюз, в общем-то, вообще глупо было как бы инициировать вдруг закон об иноагентах. Там у них по-другому звучит, он как-то о прозрачности иностранного влияния, да. И то есть вообще внутриполитическая ситуация для Иванишвили и грузинской мечты вообще идеальная. То есть за полгода до выборов, они осенью пройдут парламентские выборы, у них парламентская республика, за полгода до выборов, в общем-то, идеальная ситуация в экономике в плане того, что за последние 2-3 года, с тех пор, как начались события на Украине, там и Грузия стала очень важным хабом для России, транзитным хабом. В общем-то, экономика Грузии резко пошла на подъем. С одной стороны, это с одной стороны, с экономической. С другой стороны, вот эти вечные оппоненты грузинской мечты в виде нацдвижения, они весь этот период дробились, и у них сейчас там куча всяких организаций, оппозиция между собой перессорилась, раздроблена. И, в общем-то, все аналитики грузинские считали, что вот парламентские выборы обязательно в любом случае с подавляющим преимуществом выиграет грузинская мечта, то есть все у нее будет замечательно. Но вдруг решение там опять запустить этот законопроект об иностранном влиянии, тем более в прошлом году была такая попытка, и после протестных акций вынуждены были все-таки как бы отыграть назад власти. Но сейчас опять, то есть они знали, что это будет, какой резонанс вызовет, тем не менее они на это пошли. Всегда, в любом действии. Зачем? То есть ты идешь с одной стороны в Евросоюз, Евросоюз тебе со всех окон своих щелей, дверей орет, кричит, говорит, не надо, что вы делаете? И ты тут говоришь, нет, мы будем принимать, нам нужно знать прозрачно, у нас должны быть прозрачные финансовые потоки, у вас и так прозрачные финансовые потоки, там из Евросоюза, если что-то финансируют, там не в мешках деньги привозят, это все там со счета на счет, то есть по проекту, то есть, то есть это вот для таких условных лохов, да, в реальности должна быть какая-то причина, даже если там какие-то, может, махинации есть, но, в общем-то, легче, наверное, сделать это после парламентских выборов. Какие бы там деньги ни прислали, эта оппозиция, она как бы разрозненная. То есть некому там давать фактически эти деньги, условно говоря, если речь идет о том, что вот кого-то надо там замаслить. Легче всегда провести это через уже после парламентских выборов, но вот такая ситуация, да, и вдруг решили они запустить этот механизм, и вот рискуют, да, там вышли уже там с начала апреля вот эти непрекращающиеся митинги, да, там в первом чтении, вот вчера во втором чтении приняли, да, и вот там в середине мая в третьем чтении будет, и вот все идет такой по возрастающей, накал страстей идет, и неизвестно чем закончится, и вот Видзина Иванишвили вынужден был, да, там со всей Грузии привезли там на автобусах, на маршрутках и так далее. Его сторонников, свезли там как бы бюджетников и так далее, митинг провели, и даже он сам пришел на этот митинг, и в общем-то он сказал одну фразу такую, да, которая вроде бы раньше тоже как-то звучало, что мы будем восстанавливать вот эту территориальную целостность, но он сказал такую очень важную вещь, что закон об иностранном влиянии нам поможет с принятием этого закона нас приблизить к восстановлению территориальной целостности Грузии. И вот здесь, наверное, вот этот пазл совпадает, потому что с одной стороны ты фактически рвешь
с Евросоюзом прощаешься, то есть у тебя это кандидатство, как Турция там получила четверть века назад этого кандидатства, оно до сих пор уже, наверное, еще так же будет продолжаться столько же лет, да, будет вечным кандидатом, и, ну, то же самое, наверное, и с Грузией произойдет. Но Грузия фактически прощается здесь с Евросоюзом, но чтобы распрощаться с Евросоюзом, чтобы вот эту массу, которую 30 лет готовили, там, что вот наш путь Европа, мы, Грузия, европейская страна и так далее, вот эти все элиты и так далее, которые, ну вот как у нас в Абхазии, вот представь себе, у нас в Абхазии все, какие бы политические силы ни были, они лояльны к России. Так вот там все политические силы, они были не только лояльны к Евросоюзу, они там клялись и божились. То есть та же грузинская мечта говорила о том, что членство в Евросоюзе это для них самое главное. То есть, ну сейчас я про территориальную целостность не говорю, но вот это как движение туда, в ту сторону. И сейчас, в общем-то, вот такой разворот делается, и он делается для чего? Вот кто мне объяснит, для чего от чего можно отказаться от Евросоюза? Что взамен? Да, что взамен. И тут, наверное, просто социология помогает, потому что по разным социологическим опросам, которые проводились там в разные периоды в Грузии, я думаю, это и последний, то есть там, допустим, спрашивают у человека, что вы предпочтете, в НАТО или восстановление территориальной целостности? Вхождение в Грузию в НАТО или территориальная целостность? Он говорит, территориальная целостность. Что вы предпочтете, войти в Евросоюз или вот эта территориальная целостность? Да? То есть и везде на первом месте территориальная целостность. То есть эта идея, которая у них там, идея фикс присутствует, она по-любому определяющая в настроениях людей. С другой стороны, Иванишвили, олигарх, который сделал деньги там в России, для него, ну, Евросоюз это нечто чуждое. То есть это вот как бы, я не думаю, что он там сделал бы эти деньги. То есть он сделал вот в определенной такой ситуации, там, на российских просторах и так далее. То есть такие условия были, да, то есть в европейских условиях, я думаю, у Иванишвили возникли бы проблемы, я об этом тоже думал, хотя у него там было и французское гражданство и так далее, но сейчас, когда он там перемешался с политикой, да, то есть это все слишком серьезно. И вот этот вектор российский сохраняется. То есть войти в Россию, ну, может быть, это программа, ну, то есть вот некое создать на примере бывшего Советского Союза, там вряд ли получится, ну, какую-то, может быть, модель, форму, там, новый какой-то, не знаю, обновление, там, Содружества независимых государств, да, новая какая-то форма. Все-таки СНГ рождалась там за одну ночь, да, там, пьяными людьми в бане, да, то есть они как-то этот документ быстро сварганили, там, и какой-то идеи особо не было, идея была разбежаться, но вот как-то вот они так разбежались. Сейчас наверняка есть какие-то формы, какие-то другие идеи, какие-то механизмы и так далее, которые, и может быть даже несколько вариантов. С другой стороны, я думаю, для той же России важно, чтобы с территории Грузии ей ничего не угрожало. То есть ей нужно, чтобы Грузия была нейтральной страной, и при этом она была как-то привязана. Абхазию, если сейчас кто забыл, нас долгие годы использовали как некую наживку для Грузии, да, то есть, да, как некую наживку на Грузии, там в 90-е годы блокадные нам выкручивали руки, чтобы мы так или иначе там подписали какой-то договор с Грузией и так далее, но потом уже Саакашвили, когда пришел, он как бы вообще невменяемый был с российской точки зрения, и вот как бы получилось так, как получилось, да, нас признали. Но сейчас тоже вот, как бы понятно, что в вопросе, там, что для Москвы важнее, Грузия или Абхазия, она даже думать не будет. И поэтому, в общем-то, ну, вот так как бы втыкать нас в виде автономии, как было это в советское время, вряд ли такая идея есть, потому что это слишком кроваво, слишком, ну, вообще технически трудно осуществимо, мне кажется, хотя там можно сейчас в нынешнее время, как бы, и это тоже возможно, да, но я думаю, в этом
помощью, может быть, уже, наверное, как бы уговоров информационной подготовки, и не только там грузинских элит. Грузинским элитам одно преподнесут, ну, типа конфедерации создадут, там грузино-абхазская, возможно, там Южная Осетия как-то тоже будет в этом фигурировать. И здесь, наверное, наши власти тоже как-то подключатся. Сейчас все наши власти, они как-то становятся с каждым разом ощущение, что мы не президента выбираем, а губернатора, да, и мне кажется, они будут ретранслировать вот как бы нужные для реализации этого проекта идеи. Это вот как бы мое сугубо видение такое. Да, и в общем-то я опять же к тому, что главная идея все-таки вот этих телодвижений по поводу принятия законопроекта об иностранном влиянии в Грузии, это все-таки как бы некое восстановление территориальной целостности Грузии. Идея вот в этом заключается. Другой идеи я, в общем-то, абсолютно не вижу. А если чуть дальше пойти в своих размышлениях, вот смена вектора с европейского на пророссийский, в данном случае я имею в виду Грузию, ну вот чем он может нам грозить? Помимо того, что найдется форма, по которой нас могут обратно втянуть в Грузию. Но любой вектор может как и угрожать, как и способствовать нашему развитию. Но если мы сами в свой проект не верим, мы будем все время ориентироваться на какой-то вектор. Как бы объяснять, что вот этот вектор сейчас вот так разворачивается, и нам нужно по этому вектору идти, да, то что этот вектор от тебя может ничего не оставить, это совсем другое. Ну, в любом случае, мне кажется, важно. Я уверен просто, что идут на каком-то очень высоком уровне, то есть через доверенных к Иванишвили лиц. Это даже могут быть не политики, это могут быть какие-то крупные бизнесмены, в том числе и грузинского происхождения. Вот как всплыло несколько месяцев или 2 назад, всплыло там, как в одном кафе там некий бизнесмен, крупный бизнесмен Давид Хидашвили, российский бизнесмен грузинского происхождения, беседовал с вице-спикером Вольским грузинского парламента, и он говорил, что вот там вот эта идея конфедерации очень перспективная, да, то есть я даже уверен, что Вольский, наверное, может и не знает, хотя вроде такую должность занимает, да, но вот есть вот такой склад. И мне кажется, что у нас тоже может быть вот такая вещь. То есть я не знаю, вот у нас есть, допустим, помощник президента с 2022 года, да, Мерилашвили, бывший сухумчанин, этнический грузин. И вот какая его надобность вот быть именно помощником нашего абхазского президента, когда вот просто фамилия ухо режет, и, в общем-то, для любого абхаза, да, вот такое, да, и... Может быть, и для этих целей. Я не знаю, нет, я просто пытаюсь размышлять. Да, и просто нам надо все-таки быть ко всему готовым. Мы, с одной стороны, почти похоронили Женевский переговорный процесс. И мы отказываемся от каких-то прямых контактов официальных с Грузией. Грузия тоже, кстати говоря, особо не горит. Все эти идеи, которые там, допустим, Аслан Джани проговаривал в предвыборный период, о том, что я, кстати говоря, в этом плане его поддерживаю, что нужны прямые переговоры грузино-абхазские. Я не знаю, почему тогда оппозиция это крайне болезненно восприняла, но мне кажется, если ты назвался груздем, то есть суверенным государством, то тебе нечего бояться и надо идти на прямые переговоры. А не так, чтобы за тебя кто-то переговаривался, и кто-то сидел у тебя здесь, и ты считала, что он подумает или этот подумает, ты про себя подумай сперва. Ну, так вот, прям каких-то официальных у нас контактов нет. Женевские переговоры, я говорю, на последнем издыхании. И между тем, как бы, отношения между Грузией и Россией идут по восходящей. Да, там безвизовый режим пошел
самолеты полетели, туристов в море. Кстати, грузинское правительство всех этих релокантов, которые после начала военных действий там в Украине, оно фактически не пускает к себе таких, которые там занимаются политикой. То есть их разворачивают прямо в аэропорту, то есть нет этих людей. То есть Грузия фактически вот в этом деле союзник. Да, при том, что дипломатических отношений нет, Грузия вошла, введена вот в этот перечень, который недавно был создан, дружественных, недружественных стран, в перечень дружественных стран, то есть России. Ну, то есть пища для размышлений есть, и мне бы хотелось бы, наверное, чтобы власти как-то, наверное, ну, как-то реагировали, да? Да, и я бы хотел бы, чтобы и та же оппозиция, да, там как бы по-другому как-то выстроила свое отношение к процессу, да, когда все время там выскакивают какие-то ее представители, нет, мы с Грузией не будем говорить, а мы с Грузией что, не говорили весь период, после время войны переговоры были, после войны были переговоры, Владислав Арзенбабедный ездил в Тбилиси, да, то есть он на себя брал ответственность и говорил, а сегодня мы говорим, что мы не хотим прямых переговоров. И когда ты отказываешься, за тебя обычно могут и договориться. И мы к этой ситуации, наверное, вот как раз и подошли, когда за нас уже кто-то что-то решил. Я хотел бы ошибаться, но вот такая вот ситуация.